Лето начнется по плану. Такой вывод сделали специалисты межведомственной комиссии. Последняя неделя мая – особо горячая пора для работников детских оздоровительных лагерей. Уже через несколько дней школьников ждет отдых, а пока готовность к новому сезону проверили специальные службы. О ее первых итогах смотрите в нашем сюжете. Детский оздоровительный лагерь имени Зои Космодемьянской старейший на территории округа. Ежегодно сюда приезжают отдохнуть и зарядиться положительными эмоциями сотни ребятишек со всей области. В этом году организуют 4 смены для дошкольников по направлению «Индиго», для спортсменов и так называемая «Школа лидера» для старшеклассников. Уже 1 июня в 6 корпусах зазвучат детские голоса, а пока полным ходом идет работа по подготовке к очередному сезону. У нас лагерь работает только летний период, и мы на зиму его консервируем. И очень сложно подготовить лагерь за месяц, тем более еще и холодный месяц. Но мы постарались, все корпуса у нас готовы, все в хорошем состоянии. Во всех корпусах работают туалеты, душевые, везде корпуса отапливаются. У нас котельная работает на дизельном топливе, у нас тепло очень в лагере, в отличие от квартир в городе. Специалисты ГО и ЧС, Управление образования, ГИМС, полиция и другие службы проводят тщательный осмотр корпусов и территории лагеря. Родители, привозя детей на отдых, должны быть уверены в безопасности своих чад и надежности специалистов, которые будут работать с детьми на протяжении нескольких недель. Все летние оздоровительные учреждения округа находятся в лесной зоне, поэтому особое внимание при проверке уделяется не только состоянию сооружений, но и наличию противоклещевой обработки и безопасности пляжей. Ребенок поехал в лагерь, родители его отдали, соответственно, он должен быть спокоен, что здесь будет безопасность с точки зрения пожарной безопасности, правопорядка, питания, и будет интересно, что он приедет здоровым. Поэтому здесь рассматриваются все эти 4 аспекта: УВД, пожарная безопасность, Роспотребнадзор, и, соответственно, антитеррористическая угроза и все остальные параметры. За неделю комиссия уже проверила 4 таких учреждения. Никаких грубых нарушений, по словам Валерия Карпунина, не выявилось. Несмотря на устаревшую материально-техническую базу лагерей, руководство делает все возможное, чтобы сделать летний отдых детей безопасным, комфортным и интересным. Игорь Каблуков, Юрий Карпов, Евгений Нигматуллин. Программа «24 МИАС».